Друзья, мы сегодня приехали специально в Алматинскую область, Эмбекши-Казахский район. Здесь располагается сельский кооператив производственный, который называется Шелек фермерлеры, который объединяет более 30 фермеров местных. Они все выращивают у себя во дворах чистую органическую продукцию, а именно баклажаны, томаты, перцы, огурцы и другие виды овощей, в дальнейшем которые реализуются в супермаркетах города Алматы. И мы сейчас находимся в производственном помещении как раз таки кооператива, где, значит, обучаются все фермеры, как правильно посадить в землю, как, значит, выращивать весь процесс, алгоритм от начала до получения готового урожая обучаются именно в данном кооперативе, в данном здании. И я бы хотел сегодня вот как раз таки вам представить главного агронома кооператива, это вот Павел Михайлович, здравствуйте, и лаборант Ахбота. И мы хотели вам сегодня как раз таки показать, как посадить в кассету семена перца и как вообще этот процесс организовать для любого фермера, либо же любого гражданина, который хочет заняться этим делом. Павел Михайлович, расскажите, пожалуйста, вообще вкратце. Ну, во-первых, здравствуйте. Сейчас мы вместе с Ахботой покажем вам, как правильно посеять семена овощей в кассеты, как это делается и что нам для этого нужно. Первое, мы берем, значит, торф. Торф желательно взять кикила, который смешаем с агроперлитом. Что такое агроперлит? Вот он торф у нас в этом ведре, а вот это у нас агроперлит. Вот, смешиваем мы 1 к 5. 5 ковшиков, значит, берем торфа, вот, насыпаем в ведро, вот. Ну и, естественно, пропорционально этому 1 к 5 добавляем сюда, значит, агроперлит и смешиваем. Смешиваем. После того, как мы смешали эту смесь, вот, почвенную, вот, мы все это засыпаем и равномерно распределяем в кассету. Вот, кассета рядом у нас, давайте ко мне этот. Вот так вот берем, значит, распределяем. И потом дальше будем вам показывать, что мы с этой кассетой будем делать. Так, распределили. Павел Михайлович, а вот эту кассету, она готовая, я так понял, покупается, да? Да, она готовая, значит, стоимость ее в пределах от 160 до 200 тенге, в зависимости от количества ячеек. Вот. Ну, мы можем использовать кассеты с ячейками 105, 72 ячейки в кассете. Это именно вот они подходят для выращивания перца и томатов, и баклажан. Для огурцов мы используем индивидуальные стаканчики, так как огурцы не любят пересадки, у них очень нежная корневая система, их лучше выращивать индивидуально, для того, чтобы при пересадке не потревожить их корневую систему. Как мы ее заполнили, мы ее должны увлажнить. Вот сейчас Бота ее поместит в ванночку, где находится вода, значит. В каждой кассете есть снизу отверстие, через которое вода поступит в торфяную смесь и ее увлажнит. После того, как торф потемнеет и будет видно, что он уже напитался водой, мы берем эту кассету, убираем оттуда, вот, ставим на стол и берем, значит, возьми еще, вот еще одну кассету оттуда принеси. Для того, чтобы посеять семена, надо нам, чтобы в каждом ячейке были углубления. Мы берем вот такой полной кассетой, вот, или слегка придавливаем, и вот этими вот нижней стороной кассеты у нас, значит, появится на этой кассете ямочки, углубления. После того, как мы это все сделали, вот, Ахбота, подойди сюда и покажи, как ты укладываешь уже в готовую кассету семена по одному семеню в каждую ячейку на глубину 0,8-1 сантиметр. Это желтый кубовидный перец, сорт у нас Сумпати. Семена уже готовые к посеву, полностью обработанные, никакой дальнейшей обработки не нужно. Все, мы посеяли эту кассету.
После этого, после посева кассеты, мы берем торф, бери, присыпаем его сюда. Мы должны присыпать эти семена. Вот, равномерно сейчас Бота распределит почвенную смесь по кассете. Давай, вот, нормально все. Да, с агроперлитом готовая смесь. Теперь берем типа линейки или ровной дощечки, распределяем эту почвенную смесь по всей кассете. Распределили, вот, все везде полностью, чтобы было все покрыто, наши семена, вот. И можно вот так вот, чуть-чуть вот так вот придавить ее, эту почву. После чего мы эту кассету уже посеянную выносим в теплицы для дальнейшего роста. В теплице температуру будем поддерживать 25-26 градусов. И где-то у нас перец выйдет при такой температуре на 8-10 день. А томаты получим всходы где-то на 6-7 день. При температуре 25-26 градусов. Если температура будет ниже, значит и будет срок появления всходов увеличиваться. При температуре 18-20 градусов срок появления всходов у перца будет где-то 15-18 дней. Поэтому нужно держать температуру, как положено, 25-26 градусов. Ну вот мы уже закончили посев. Сейчас еще слегка увлажним наши кассеты, после чего мы их перенесем в нашу теплицу для дальнейшего вегетации. В данное время мы посеяли около 4000 семян перца и томатов. После того, как мы принесли кассеты в теплицу, мы их должны уложить на пленку. Почему именно кассеты укладываются на пленку? Дело в том, что в будущем, когда у рассады будет большой корень, а так как там есть отверстие, вот, корень может, значит, прорастать в почву. Поэтому желательно ложить на пленку или на такую поверхность, которая этот корень не сможет развиваться. Вот так кассету укладываем на пленку для дальнейшего роста нашей рассады. Ну, а полив будем делать по мере надобности. Если кассеты начнут подсыхать, мы их будем постоянно поливать, чтобы развивались растения. После того, как мы поместили наши кассеты в теплицу, будем здесь поддерживать температуру 25-26 градусов. Ночью где-то после того, как появятся всходы, мы температуру уменьшим до 20 градусов, а ночью 17-18 будем поддерживать. Через неделю мы опять повысим температуру для того, чтобы рассада нормально развивалась. Значит, период от посева до получения нормальной рассады в среднем где-то 45-50 дней. После того, как наша рассада вырастет, мы ее также будем высаживать вот в эту теплицу. Эту почву мы, значит, разровняем, пройдем фрезой, после чего, значит, протянем, значит, капельную ленту. Капельную ленту мы применяем расстояние капель между каплями где-то от 30 до 20 сантиметров. Можно 20, можно 30. После чего, значит, уже готовую рассаду высаживаем в ряды. Значит, между растениями будем высаживать 30 сантиметров в 2 ряда, между рядами 40 сантиметров. Между двумя рядами 90-95 сантиметров, для того, чтобы можно было спокойно между рядами ходить и ухаживать в дальнейшем за нашими растениями. В принципе, перец и томаты мы используем вот такую же схему посадки, которую я вам до этого сказал. После того, как мы высадили рассаду, примерно
в зависимости от сорта, это примерно будет 65-70 дней, мы можем получить уже первые плоды, созревшие плоды. Естественно, после того, как мы получаем, значит, плоды, мы их можем реализовывать уже в городе Алматы, в наших супермаркетах. При выращивании рассады мы можем сделать 1-2 подкормки по мере надобности. В принципе, используя торф кикила, именно вот этого количества торфа, в нем достаточно питания, чтобы получить рассаду в течение 45-50 дней. Удобрения здесь мы практически будем использовать только органическое, потому что мы хотим получать хорошую, качественную органическую продукцию. Ну а тем, кто будет выращивать томаты, перцы, баклажаны, огурцы в своем хозяйстве, можно применять любое удобрение. Можно применять и также и химические удобрения, но в разумных количествах. Потому что вы знаете, да, если мы где-то перебарщиваем, где-то мы вносим больше удобрений, особенно азотных, у нас могут появиться проблемы с нитратами, но это пагубно действует на наше здоровье. Поэтому старайтесь использовать органические удобрения. У каждого есть, значит, во дворе скот, куры, овцы, КРС, и которые можно использовать для выращивания на своих участках хорошую, качественную продукцию для дальнейшего потребления. В период выращивания рассады, в случае мы будем, естественно, делать профилактику. Что заключается в профилактике? Дело в том, что мы можем в течение сезона выращивания рассады обработать 1-2 раза фитоспорином или другими препаратами против заболеваний. Потому что в рассадный период могут возникать некоторые болезни, это, с которыми, естественно, нужно бороться. Вот. Ну, это начиная с обычной фитофтороза, черной ножки и так далее. В следующем уроке я вам расскажу, как правильно ухаживать за рассадой, как правильно получить хороший полноценный урожай и что мы будем делать для выращивания, как мы будем защищать наши растения от вредителей, от болезней, какие препараты и какие методы мы будем для этого применять, чтобы получить хороший полноценный урожай и чтобы наш труд не оказался напрасным.